Назрановская крепость или крепость Назрань. В архивах этот уникальный памятник фортификационного зодчества начала 19 века именуется по-разному, но все же название само говорит за себя. Объект возводился в оборонительных целях, с ним связаны различные и весьма значимые события и процессы в истории ингушского народа, да и в целом всего Северокавказского региона. Одна из главных достопримечательностей равнинной Ингушетии все еще таит в себе множество загадок, разгадать которые 3 месяца назад взялись специалисты АСМ Групп из Санкт-Петербурга по приглашению фондов «Сафмар» и «Возрождение» мецената Микаила Гуцериева. На месте проводят исследовательско-изыскательскую работу. Решение о строительстве крепости русскими было принято в 1810 году. В 10-м, в 17-м есть сведения, что некая крепость была, но ее описание, ее рисунков по ней, какая она была, на сегодняшний день нет. Естественно, фотографий на тот период времени тоже нет. После того, как нам взяли и поручили эту работу, обязательное условие, обязательный объем работ — это историки АСМ начинают работать в архивах. И очень важно то, что очень быстро в одном из архивов в Москве нам удалось найти 3 листа с чертежами этой крепости на 1843 год. Вначале следует упомянуть, что предстояло идентифицировать разрушенную крепость в полном объеме, укрепление которой датируется 1810 годом, более или менее сохранилось, но было неясным, что именно подразумевается под словом «крепость». Это просто стена или сооружение с бойницами, боевыми башнями и прочими оборонительными объектами. Исторический объект порядком потрепало время, засыпало землей, к тому же деревья, приросшие рядом, значительно ухудшили состояние объекта. В иной раз местами от крепости виднелась только макушка, но благодаря своевременной помощи Микаила Гуцериева, в частности, благотворительного фонда «Возрождение» и чертежам, найденными специалистами АСМ Групп, появилась надежда на сохранение исторически значимого объекта. Отталкиваясь от этих данных, от этих изображений на чертежах, мы стали делать изыскания, но мы уже понимали, где нужно копать и где нужно искать. Структура, она стала понятна. Кроме стены и 4 уже башен, мы понимаем, где стояли казармы, где стояла маленькая часовня. Вот. Она, часовня, стояла четко на месте, где сейчас больница стоит. Вот. Следы казарм, все фундаменты мы откопали тоже. Поэтому, кратко, собственно, так. Эта работа заняла в авральном режиме почти 2 месяца. Вот. Она усложнялась тем, что крепость и снаружи, и изнутри заросла кустарником и деревьями. Корневая система вот этих сотен деревьев и кустов, которые окружают крепость и снаружи, и изнутри, именно они разрушают всю эту историю. Из открытых источников следует, что Назрановскую крепость помимо солдат обороняли еще и 3 орудия. Это сильнее подстегнуло желание специалистов добраться до истины. Если были орудия, стрелявшие из-за крепости, есть и бойницы. Лежа отстреливаться защитники крепости не могли, а значит, нужно раскапывать это место, где находилась оборонительная башня, что они и сделали. Внутренний объем оборонительной башни, тот, что нам удалось полностью раскрыть, потому что он был весь под этим слоем земли. Вот где стоите вы, вот видно остатки древесины, это остатки порога того, где была дверь. То есть вот это четко остатки порога. И слава богу, древесина осталась. Мы исследуем сейчас, что это за порода дерева, но это будет в ближайший месяц понятно. И вот это очень важно, вот это, вот смотрите, раз с остатками древесины, 2, 3 гнездо, 4 и вот это 5. Это, соответственно, пошли эти ступени наверх, которые по круглому объему шли на 2-й этаж этой башни.
А вот эта как бы круглая часть под кабывами, это, соответственно, здесь как бы была опора вот этой лестницы, как бы, на как бы, которую как бы крепились ступени в центре. Соответственно, вот по этой лестнице защитники как бы крепости поднимались на второй открытый уже как бы уровень. Соответственно, чуть выше были как бы, как бы зубцы, как бы, через которые, собственно, и велась оборона башни. И точно так же, как здесь в бойнице стреляли, стреляли еще на уровень как бы выше. А вот здесь они могли хранить и боеприпасы. Ну, Да? как бы принципиально да, потому что отсюда лестница шла, вот это же пространство как бы было как бы пустое, поэтому как бы, принципиально да. Внутри оборонительной башни уже сейчас четко виден уровень засыпки землей. Специалисты из Санкт-Петербурга аккуратно раскопали еще 2 метра вниз, так что видна и сама обмазка, на стенах которой в 1810 году шпаклевали башню, возводившие ее военные зодчие. Более того, остались следы и деревянного настила, на которых стояли защитники крепости, стрелявшие из орудий. Мы видим определенную четкую горизонтальную границу, которая проходит вот здесь. И которая точно так же проходит вот по этой стене. Вот по вот этой стене. Соответственно, это следы старого деревянного как бы настила. По сути, как бы пола как бы первого этажа оборонительной башни. Потому что сейчас, стоя здесь, в бойнице как бы высоко. А вот как только мы встаем на вот эту оставшуюся очевидную отметку, то нам становится удобно как бы стрелять. Поэтому это тоже определенное как бы открытие и ну, как бы доказательство, что все было сделано очень пропорционально и правильно. Можно ли придать забвению процесса, а вместе с тем и объект исторического наследия, свидетельствующий о богатом героическом прошлом этого народа? По распоряжению Михаила Сауырбековича Гуцериева, президента группы «Сафмар», мы приступили к реставрационным работам на данном объекте. Данный объект называется Назрановская крепость. Она 1817 года постройки. Но, насколько мы видим, процентов на 65-70 она уже разрушилась. То есть время не щадит. И ближайшие, наверное, десяток лет от нее ничего не останется. Поэтому эти работы были необходимы начинать делать. На данный момент ведутся проектные работы. Эти работы выполняет группа АСМ. Это наша история. Поэтому, если мы не будем помнить и сохранять то, что было у нас в прошлое, то будут проблемы, наверное, и с будущим. Ну, мудрецы говорят, кто не помнит своего прошлого, да, у того нет будущего. Поэтому для нас важно это сохранить. В самом начале мы упомянули о загадках, что таит в себе Назрановская крепость. Вот еще одна, уже с противоположной стороны укрепления. Это конструкция 3 каменных арок, которые обнаружили в ходе изыскательских работ. У 3 арок совершенно одинаковые исторические как бы, конструкции из камня, потому что вот эти как бы, конструкции сделаны из того же камня, из которого сделана сама стена, поэтому они тоже как бы исторические. Предназначение их пока непонятно. Если мы в ближайшее время сможем взять и перекрыть дорогу, чтобы сделать раскрытие на проезжей части снаружи крепости, то, может быть, мы откопаем как бы, какие-то рвы или один какой-то как бы, большой ров, значит, чтобы мы взяли отсюда уже, взяли и соскоблили верхний слой, в лабораторию отдали, потому что, может быть, мы в этом слое увидим как бы, следы чего-то, что могли раньше спускать или брать, сливать, выливать по вот этой как бы, наклонной как бы, плоскости. То есть сейчас мы ждем как бы, результатов вот этих испытаний. Специалисты АСМ Групп допускают мысль, что в ходе длительной осады крепости через арки, оборонявшим укрепление, доставлялась провизия, или, быть может, арка служила окном эвакуации раненых. В любом случае, это доподлинно еще следует установить. Удивляет то, что ровно сделаны углы сами. Они очень аккуратно сделаны. И вот покатость. Да, она очевидна. Поэтому вот что-то брали, подавали вниз. Что? Пока как бы загадка.
Как и многие отреставрированные объекты горной Ингушетии, в числе которых башенные комплексы, склепы, могильники и другие творения архаичных зодчих, Назрановская крепость как объект культурного наследия федерального значения попала в список вновь возрождаемых благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Большой задачей для нас сегодня является сохранить то, что у нас осталось, и в дальнейшем воссоздать то, что утрачено. Мы видим, что стены у нас достигают высоту не более 3 метров, а по проектам, найденным в архивах найденных проектах, в некоторых местах высота стен достигала до 6,5 метров. Мы знаем, что в республике проводится благодаря договоренности главы республики с основателем фонда Сафмар Михаилом Савельевичем Гуцериевым была договоренность о восстановлении объектов культурного наследия не только горной части республики, но и равнинной части. Протяженность Назрановской крепости около километра. Исследовать еще предстоит немало. 3 башни для просматривания местности в разных сторонах укрепления, казармы, на которых сейчас располагается Назрановская районная больница, часовня и еще одна башня шестигранной формы, которая располагается на удалении от крепости на территории частного домовладения. Проекты реставрации крепости делались несколько раз за последние годы. Не аргументированно. Мы проанализировали все, что сделано. Башни в этих проектах перекрывались полностью скатными крышами. А на сегодняшний день, подтвердив чертежи 1943 года, мы четко понимаем архитектуру крепости, ее объемы, ее высоты, ее структуру. Поэтому, имея самое главное архивные данные, имея вот эти раскрытия с открытиями, которые уже сделаны, соответственно, до конца года должен быть разработан проект реставрации крепостной стены с реставрацией и воссозданием утраченных частей, по крайней мере, 3 из 4 башен. В общем, специалисты обещают, все, что можно сохранить, будет сохранено и отреставрировано. Адам Мережков, Молот Гирей Ахильгов, Магаз 24.